Несмотря на проблемы с засухой в этом году, в республике собрали неплохой урожай. Аграрии активно работали, чтобы добиться такого результата. Озимые культуры составили 225,3 тысячи тонн урожая. Это на 66 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, отмечают в Министерстве сельского хозяйства. Однако небольшие трудности возникли с сировыми культурами. Завершается уборка лука, картофеля и сахарной свеклы. Мы ожидаем в этом году около 100 тысяч тонн сахарной свеклы, что позволит, в меньшей мере, около 10 тысяч тонн получиться сахара. У нас вот эти результаты были бы намного выше, если бы не эта засуха. Хотя, несмотря на это, средняя урожайность по сахарной свекле у нас неплохая. Наши сельхозпроизводители смогли сделать и полив, и напуском сделали, кто это как сможет. Поэтому результаты неплохие. Думаем, что в этом году мы часть потребностей сахара наши потребители нашей республики обеспечим. В этом году были посеяны более 4000 гектаров сахарной свеклы. Уже собрано больше половины урожая. В среднем получается свыше 260 центнеров с гектара. С полей свекла отправляется на переработку в Аргонский сахарный завод. Здесь в сутки производится около 100 тонн сахара. Завод работает в полную мощность и выпускает готовую продукцию для потребителей республики. Свекла проходит долгую и длинную обработку. Сначала попадает в моющее отделение, оттуда нарезку, проходит диффузию, а потом на сатурацию и так далее. Здесь происходит очищение сока путем обработки углекислым газом и известковым молоком. Но сок очищается, обрабатывается и впоследствии поступает на выпарку. В выращивании сахарной свеклы и других яровых культур будут приложены максимальные усилия. Для этого уже прорабатывается схема орошения земель. Минсельхозом проводится работа по внедрению технического перевооружения вот этих наших полей. То есть уже будут устанавливаться в этом году более 1500 гектаров земель, которые у нас будут орошаемы. В следующем году мы хотим увеличить вот этот процесс, чтобы охватить как можно больше земель и не зависеть от погодных условий, которые сегодня влияют на выход продукции. Идет заготовка овощных культур, реализация томатов, картофеля, моркови, яблок и лука. Созданы необходимые условия в хранилищах. Также в республике строятся еще и дополнительные склады. Но в Авенхозе на Урске уже собрано около 3000 тонн лука. Грузовые машины с урожаем сначала взвешивают, затем выгружают в хранилище. В помещениях соблюдается 85% влажность и регулярная вентиляция. А вот на полях люди работают в жару и даже проявляют оптимизм. Здесь трудятся с утра до вечера. Собираем трактор, уже выкопал, чистим его, хвостики очищаем, грузим на машины. Очень дружно идет работа. Каждый по бригадам своим собирает. В следующем году на этом месте появится новый сорт лука, семена которого поступили из Южной Кореи. От местного лука он отличается тем, что созревает раньше и не такой острый. Земля в регионе богатая, и урожайность, независимо от погодных условий, приносит неплохие результаты. Развитие сельского хозяйства в условиях кризиса – приоритетная задача в республике. Главой республики была оказана помощь нашим сельхозпроизводителям. Приобретение семян, овощных культур, приобретение удобрений, средств защиты. Вот сахарная свекла, о которой мы говорили, приобретена тоже за счет средств, выделенных главой республики, именно для поддержки этих сельхозпроизводителей. Они полностью получили и СЗР, и средства защиты, и удобрения на каждый гектар посеянной свеклы. Точно так же в этом году было закуплено и овощные семена. Это и картофель, и томаты, и огурцы, и лук, морковь. В этом направлении нам оказывается большая помощь. Экологически чистая продукция пользуется спросом не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Излишки поставляют в соседние регионы. В будущем планируют увеличить объемы, а посев возимых начнется уже скоро. Зарайда Мирова, Муслим Типаев, Луиза Юнусова. Новости.